Мы рассмотрели в Писании портрет Антихриста. И для нас, возможно, будет полезно повторить некоторый материал, который мы уже проработали. Мы сказали, что у слова «анти» есть два значения – «против» и «вместо». И основное стремление Антихриста направлено прежде всего против Иисуса, истинного Христа, чтобы убрать Его с пути, и, во-вторых, чтобы заменить Его другим, лжехристом. И мы говорили, что существует три различных способа, как мы понимаем это слово «антихрист». Во-первых, это конкретная личность, антихрист, окончательные проявления при завершении истории. Это дух антихриста, который является духовной силой, действующей везде, где есть какой-то антихрист, а также много антихриста в истории. И я дал три отличительные черты духа антихриста. Он начинается с союза с Божьим народом, и это не есть форма язычества. Он знает, на что претендует Иисус, и умышленно отвергает это. Он отрицает, что Иисус есть Мессия, и он отвергает откровение об Отце, Сыне и Божественной Троице. Не то, что Антихрист не верит в Бога, но он не верит в Бога, явленного как Отец и Сын. Я также дал вам три других имени, кроме имени Антихриста. Человек беззакония, сын погибели и дикий зверь. Я указывал, что это последнее имя, дикий зверь. И это последнее название, дикий зверь, в книге Откровения является подчеркнутым контрастом с описанием Иисуса как Агнца Божьего. Мы противопоставили эти две природы, сущность зверя и сущность Агнца. Для меня это очень важно, это практично, потому что я думаю, что нам придется много раз столкнуться с опасностью пойти в неправильном направлении, выражать и развивать природу зверя, который находится где-то внутри падшего потомка Адама. Я считаю, что нам нужно усердно молиться и уповать на Бога, чтобы являть характер Агнца в эти последние дни. Я вновь обращусь ко второму посланию Фессалоникийцам, 2 главе, которая является одной из основных глав на эту тему. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Я прочитаю первые 3 стиха. Первые 3 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Греческое слово для пришествия — «парусия», которое постоянно используется для Его возвращения в силе и славе в качестве царя. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Во многих версиях написано «День Господень». В то время были люди, учившие, что День Господень уже наступил, и Павел опровергал это утверждение, говоря, это невозможно, потому что День Господень не придет, пока не произойдет кое-что еще. И в стихе 3 он объясняет, что должно произойти. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха или человек беззакония, сын погибели». То есть до пришествия Господа должно произойти два события. Я понимаю, что это противоречиво, и нелегко совместить все параллельные места Писания, но эти утверждения здесь, они очень ясны. Должны произойти два события. Должно произойти отступничество, и в результате отступничества должно произойти появление человека беззакония, сына погибели, Антихриста. То есть должны произойти эти два события до настоящего возвращения Господа в славе. Я говорил, что слово, переведенное как «отступление», в некоторых версиях переведено как «бунт». И по-гречески более точно это «отступничество». Но это отступничество с большой буквы. Это не какое-то незначительное или маленькое отступничество, а отступничество в больших масштабах. Великим барьером, отделяющим мир от Антихриста, является церковь, которая обладает истиной. Но когда церковь отпадает от истины, тогда оборонительный вал рушится, и явлению Антихриста открывается путь. То есть отступничество — это стратегия сатаны, которая открывает путь явлению Антихриста. Затем, каждый, конечно, может иметь свое личное суждение, но лично я верю, и это мое личное мнение, что мы живем во время этого отступничества.
На протяжении веков в истории церкви были нечестивые люди, которые претендовали на роль служителей Христовых, которые вели аморальную и распущенную жизнь. Часть руководства церкви сохраняла исповедание великих центральных истин христианской веры, которые перечислены в основном в апостольском символе веры. Я думаю, я могу перечислить их, как я понимаю их. Во-первых, Иисус, Сын Божий, был рожден от Девы, провел безгрешную жизнь, умер искупительной смертью, был погребен и физически воскрес из мертвых на третий день и вернется в силе и славе, чтобы судить живых и мертвых. Насколько я понимаю, на протяжении веков у церкви было твердое отношение к подтверждению этих истин. Даже если люди не верили в них в своем сердце, даже если иногда руководство вело жизнь, которая полностью не соответствовала тому, во что они, по их утверждению, верили, но они все же утверждали эти истины. Но в этом вопросе, особенно на протяжении последних нескольких десятилетий, лидеры из почти каждой части современной церкви открыто и публично критиковали эти истины. Я верю, что такая ситуация никогда не существовала раньше, начиная с первого века и по настоящее время. Я не верю, что это подходит к концу. Я верю, что это будет еще более открыто и даже дерзко, и даже в определенном смысле будет выделять тех, кто говорит, что верит этим истинам безоговорочно. То есть я верю, что мы находимся, по крайней мере, на ранней стадии отступничества. И поэтому я верю, что для явления Антихриста путь открыт. 3 великие монотеистические религии произошли с Ближнего Востока. И в определенном смысле их смешивают. Для нас, верующих в Иисуса, невозможно увидеть их объединенными. Но очень может быть, что всемирная религия, которая возникнет, будет соединять элементы всех 3. Но существует одно препятствие. Существует только одно, не позволяющее этому случиться. Это неудобное историческое лицо. Иисус, который говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И это сегодня режет слух большинству. Поэтому, если бы дух Антихриста мог бы убрать Иисуса, был бы открыт путь для мировой религии. Видите ли, религия является огромной силой влияния на человека. Гораздо сильнее атеизма. Кстати, атеизм отступает сейчас почти по всему миру. Атеизм практически исчез. У него нет силы для постоянной мотивации людей. Но у религии есть. И Антихрист не будет нерелигиозным. У него будет религия, которую он будет использовать для манипуляции человечеством. Теперь давайте поговорим на очень интересную тему. Об имени Антихриста. Я буду говорить то, что просто скажу. Иисус, который был истинным Христом, истинным пророком, сказал в Евангелии Иоанна, 5 глава, 43, обращаясь к евреям. Он сказал: «Я пришел во имя Отца моего, и вы не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». Здесь вопрос имени. Иисус не пришел в свое собственное имя, Он пришел как представитель Отца. И Он сказал евреям, как народу, который очень дифференцированно принимал людей. Они не приняли Его. Но Он сказал: если придет другой, иной Мессия во имя Свое, то Его вы примете. И еврейская энциклопедия зарегистрировала, по крайней мере, 40 лже-мессий со времени Иисуса. Сначала пришел Иисус, потом многие другие пришли в еврейский народ. Одним из наиболее выдающихся был Бар-Кохба, который возглавил последнее восстание против римлян около 130 лет после Рождества Христова. Затем Моисей Критский повел 1000 людей в океан встречать Мессию, и все погибли. Был еще Савватий в 17 веке, который намеревался повести евреев в их землю. Он выдавал себя за Мессию, но он не преуспел в этом деле и впоследствии был обращен в ислам. Это всего лишь только некоторые имена. Что я показываю, так это то, что когда Иисус говорил: «Если иной придет во имя Свое,
его примите. Он говорил истину, и это исполнилось в истории. Затем в книге Откровения много говорится об имени Антихриста. Я хотел бы обратиться к Откровению 13 главе с 16 стиха. Здесь говорится, значит, Откровение 13 с 16 стиха. Здесь говорится о режиме, который установит Антихрист через лжепророка, с помощью которого он будет владычествовать над человечеством. И здесь говорится, «И сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Люди насмехались над Библией, говоря, что это смешно, но сегодня существует много различных технологий, способных сделать это. Не знаю, кто из вас был в Диснейленде. Я был там во Флориде, где я живу, в Штатах. Но если вы идете в Диснейленд и платите за весь день, а затем хотите выйти и вновь войти, то вам ставят на руку печать, которую можно увидеть только в ультрафиолетовых лучах. И когда вы возвращаетесь, вам светит на тыльную сторону ладони, и если у вас нужная дата, вы можете войти. Это очень примитивный пример того, на что указывает Библия. Придет время, когда для того, чтобы купить еду или предметы первой необходимости, нужно будет показать определенный знак. Так что люди, которые не подчинятся Антихристу, будут в определенном смысле изолированы, отсечены от необходимых вещей очень простым способом организации. Теперь давайте взглянем на знак, который будут ставить. В стихе 17. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». То есть ясно существует три альтернативы. Можно иметь начертание, я не знаю, что это за начертание, или можно иметь его имя, и мы не знаем, что это за имя, или можно иметь число, являющееся числом его имени. И затем говорится в последнем стихе 17 главы, «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Многое мы не знаем, но есть то, что известно. По крайней мере, три языка, еврейский, греческий, арабский, у каждой буквы есть соответствующее число. Например, если взять иврит, первые 10 букв еврейского алфавита. Алес 1, Бес 2, Демо 3, Валид 4. И так до 10, который читается фьюд. Когда вы доходите до 10, тогда идут десятки. 20, 30, 40, 50. 50 это нун. 70, 80, 90, 100, который обозначается буквой Q. И есть еще лишь 3 буквы в еврейском алфавите, всего 22 буквы, то есть 100, 200, которые обозначаются Рем или Ре. 300 это Шин или Са. И последняя буква 400, Хав. И если вы желаете знать число имени человека на иврите, вместо того, чтобы писать его горизонтально, вы пишете его справа налево, нужно учитывать и это. Напишите его вертикально, и затем напишите цифровое обозначение каждой буквы напротив и подведите итог. И у вас получилось число имени. То же самое можно сделать в греческом и арабском. Во время Второй мировой войны арабы обнаружили, что если особенным образом произнести имя Гитлера, начиная с «Г», то получится 666. И они были возбуждены, обнаружив это. Я не думаю, что это окончательная отгадка имени. Вот я, например, попрошу свою дорогую жену, чье имя на еврейском Рут. И по-еврейски это звучит Рут. Рут на иврите имеет только 3 буквы. Все они значимые буквы. И вы знаете, чем больше числовое значение имени, тем лучше имя, понимаете? То есть, если я возьму имя Рут и напишу его вертикально, последняя буква F6, что составляет одну букву. Рем, третья буква от конца, 200. Хав, последняя буква алфавита, 400. Теперь очень интересно узнать, что это за маленькая буква. Это 6-я буква, то есть это 6. Итак, итог
Видите? 606. 606. Now, there's no mystery about that. В этом нет никакой тайны. And you can do it with any Hebrew И name, вы это можете сделать с любым еврейским именем, any Arabic name. I don't. греческим или арабским. Now, the interesting thing is that we don't know Интересно, что мы не знаем, what the numbers are, but we know what. какие числа, но мы знаем сумму имени Антихриста. Now, I was rather doubtful whether this is correct. Я довольно долго сомневался вообще в том, правильный ли это метод, но я обратился к греческому, взял буквы имени Иисус и суммировал. Я не буду раскладывать их на греческом. And they're Greek, right? Знаете, какая What сумма? they add up to? 888. 888. Лично меня это очень убеждает, что в этом весь секрет. See, you have to be careful getting serious about it. Конечно, нужно быть осторожным, когда занимаешься цифрами, но 7 — это число полного совершенства. 6 is just falling short. 6 — это нехватка совершенства. 1/3 of the resurrection. 7 — это число совершенное, число воскресения. Итак, Антихрист 666, Иисус 888. You can Вы можете реагировать на это, как вам хочется, либо сомневаться. when the Но я считаю, что когда явится Антихрист, almost, почти наверняка он будет выходцем с Ближнего Востока. if you add his И name, если вы суммируете его имя, вы обнаружите, кто I он. think they kind of shudder. И я думаю, что вы вздрогнете, когда осознаете это. Now, I could believe Лично я считаю, что Антихрист уже родился. there is a theory. Есть теория, которую я не очень поддерживаю. Let me go back a little. Мы вернемся к ней через некоторое время. This is a theory only. Я хочу подчеркнуть, что это всего лишь теория, но в ней говорится, что во времена Ноя Noah. Angelic ангельские существа cohabited with сожительствовали с человеческими женщинами, the union и в результате was giant. рождались гиганты или герои. And of course, if you're familiar with И, конечно, если вы знакомы с греческой мифологией или другими мифологиями, есть очень и очень много исторических указаний на то, что это правда. Стоит подумать, to consider that Satan was что сатана найдет человеческую женщину, with whom he can с have которой он может иметь сексуальные отношения, product. и результатом будет Антихрист. That I'm not saying that will Я не говорю, что это произойдет точно так, way. но это один из способов предположений, что может произойти. So now Давайте теперь продолжим рассматривать портрет Антихриста. we're in Revelation 13, В книге Откровения 13 мы возвратимся к первым 4 стихам, first four, начиная с 1 beginning at verse 1. Первый стих. I saw «И стал я rising up out of the sea, на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Now the beast with Зверь, которого я видел, был подобен барсу. feet were like Ноги у него, как у медведя, his mouth, а пасть у него, как пасть у льва. and the dragon И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». The beast is apparently a political federation. Зверь, несомненно, является политической федерацией, составленной из разных политических элементов. Его тело от барса. The main part of them. What do we know Что about мы знаем о барсе из Библии? it? Cannot say. То, что он не может переменить своих пятен. Here in a very different. Хотя он может появляться в очень разные времена, на самом деле он все тот же. Now, I hope I won't. Затем, я надеюсь, что не отстал от времени, But there are но сегодня в мире существуют две силы, ассоциируемые с львом и медведем. the lion. There, Медведь — это Россия, лев, Британия. if it were a, Если бы это была Европейская Федерация, it would extend она простиралась бы от Британии на запад через всю Европу до Советского Союза или России on на востоке. and И у большинства стран, находящихся между ними исторически, есть две черты. historically have two features. Прежде всего, исторически две черты. First of all, they're imperial. Они всегда носили империалистический характер. Whether you take France, Возьмете ли вы Францию, Испанию, Португалию, Италию, Germany, Германию, Austria, Австрию, Hungary, Венгрию, they're all. все эти страны претендовали на роль империи. The second feature, Вторая часть этих стран заключается в том, historically, что в основном исторически они являются католическими странами. is the Bible telling us Не говорит ли нам Библия, что барс не может переменить своих пятен? that what we are dealing with Мы имеем дело
современной версией того, что уже было в истории. been going on in history for a long while. This is just simply, Это просто, чтобы указать вам на такую возможность. in a sense, В определенном смысле моя цель make your thinking — это стимулировать ваше мышление aware. и информировать, что может произойти. Скажем, тень Антихриста уже упала на человеческую историю. Already fallen across human history. How far is it? Насколько он сам лично далеко от своей тени. We are now talking about essentially a Особенно, если мы не говорим обязательно о Соединенных Штатах Европы, появление которых комментаторы Библии предсказывали на протяжении примерно 2 веков. И, конечно, я не пытаюсь сказать, какие у них будут окончательные черты, но я обнаруживаю, что в целом all the basic все их основные факторы уже присутствуют налицо. and И это становится более и более явным с каждым десятилетием. now let's go on. Теперь давайте продолжим описание портрета зверя. Verse Стих 3, Revelation Откровение 13. his head «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем». it would seem that it's at least Это может быть рассмотрено как, по крайней мере, претензия на воскресение. Что было бы, если бы Джон Кеннеди воскрес из мертвых? America. У его ног была бы вся Америка. И это весьма вероятно. We're right on the threshold of possibility. Going on. Это очень близко к вероятности. So they, Дальше. people of the world, «И люди земли поклонились дракону, который дал власть зверю, and they и worship поклонились зверю, говоря, is like the кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» who is the dragon? Кто такой дракон? Satan. Yes. Сатана. To confirm that, turn back to Мы Revelation, должны подтвердить это. Обратитесь к Откровению 12 глава, если у вас есть Библия, Revelation 12, verse 9. стих 9. Was cast out, that serpent «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». the most complete identification of Satan. Здесь мы видим наиболее полное описание сатаны в одном стихе. He's also Он дракон, он сравнивается с древним змеем, и он называется дьяволом. Diabolos, know what the- Вы знаете, что значит слово «дьявол», по-гречески «дьяволос», and he's called Satan. клеветник, и он называется сатаной. Сатана означает «противник». Dragon, Итак, он дракон, змей, клеветник или обвинитель, и, наконец, противник, противостоящий Богу, Божьему народу и Божьим целям. so when we have the dragon, Итак, когда в стихе 13 говорится «и поклонились дракону», кто это? Сатана. «И поклонились зверю». То есть конечная цель Антихриста — получить поклонение всего человечества. И цель сатаны через него, so the ultimate purpose of Antichrist конечная цель — это получить поклонение. and Satan's purpose through him is to be Такова цель сатаны. that's Satan's И это наивысшее стремление сатаны, ultimate. чтобы ему поклонялись. Fell. Когда он пал с небес, его целью было равенство с Богом. He lost. Он проиграл, Never given up the end. но он никогда не оставил своих амбиций. И есть только один путь, как он может утвердить свою претензию на равенство с Богом. Потому что есть одно нечто, принадлежащее только Богу. Что это? Поклонение. Can receive, То есть он может принять поклонение всего человечества, и он говорит: saying, God, «Бог, видишь, я все еще твой соперник». oh, you're right. And I don't think И я не думаю, что вы понимаете действия сатаны среди человечества, если вы не осознаете, что его конечная цель — поклонение. in all forms of И каждая форма идолопоклонства, по сути, является одним из способов, как сатана получает поклонение. but his ultimate will be this supremely clever, gifted, astute, И последней целью будет поставить чрезвычайно умного, одаренного, сообразительного, жестокого, вероломного правителя. supreme. Существует очень интересный контраст между истинным Христом и лжехристом. You see, Satan was Видите, сатана хотел иметь дело с Иисусом. turn to Luke chapter Давайте на некоторое время взглянем в Евангелие Луки, 4 глава. Это описание искушения Иисуса verses 5 со стиха 5. and following. Luke 4, beginning at verse 5. Then the devil taking Луки 4, с 5 стиха. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему царство вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Ибо если ты поклонишься мне, то все будет твое». worship before me, all will be yours. Jesus, Но Иисус сказал: it is written, you shall worship the Lord your God and him alone. «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Но сатана сказал: «Ты можешь сделать это. Ты можешь получить поклонение всего человечества, и я дам тебе власть, если ты будешь поклоняться мне». Christ, Истинный Христос отказался от этой сделки.
Лже-Христос примет это. И он сознательно предаст себя сатане, станет поклонником сатаны, для того, чтобы получить от сатаны силу и власть над всем человечеством. Вы видите эту картину? Теперь мы снова обратимся к Откровению 13 и читаем немного ниже. Посмотрим на стихи 6 и 7. Нет, 13, стихи 6 и 7. «И отверз он, то есть Антихрист, уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на земле. И дано было ему вести войну со всеми святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Я сегодня снисходителен к себе и предлагаю вам одно допущение, над которым вы можете подумать. Здесь сказано «живущие на небе». Греческое слово значит «пребывающие на небе». То же самое слово используется в названии праздника Кущей. То есть возможность такова, что на небе будет праздник Кущей, где искупленные будут торжествовать, но на земле сатана будет хулить их. Это просто мои соображения. Вы не обязательно должны принимать эту идею. Но сатана на земле будет им противостоять, будет их хулить. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и пребывающих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Это очень жестокий и очень реальный объективный стих. Эта лукавая личность, Антихрист, будет иметь власть над всем человечеством, и его наивысшей целью будет получение поклонения, потому что когда поклоняются ему, поклоняются и тому, кто дал ему силу. Такова цель сатаны. И мы должны принять этот факт, что главными врагами будет кто? Последователи истинного Мессии. И на самом деле это будет против кого? Я думаю, что зверь будет против агнца. Природа зверя будет против природы агнца. Я не думаю, что мы, христиане, понимаем, насколько серьезен этот вопрос. Я думаю, что это будет вопрос жизни и смерти. Когда бы этот вопрос не возник, суть остается та же. И я думаю, что это очень-очень важно. И будут те, кто положит свои жизни. Здесь говорится о тех, кто победил его. И после этого сказано, что они не возлюбили души своей даже до смерти. Для них важнее было быть верными Иисусу, чем остаться в живых. Столкновение с этим вопросом испытания. Видите ли, Иисус пошел домой через крест. Думаете ли вы, что церковь пойдет другим путем, минуя крест? Победоносная, торжествующая, непобедимая, но будет завоевывать, положив свою жизнь. И это касается всех. Во Второй мировой войне я был призван в британскую армию в 1940 году, и мне никогда не говорили, что мне гарантируется, что меня не убьют. Еще ни одного солдата не призывали в армию с таким обещанием. Иногда я улыбаюсь, когда христиане говорят, что они солдаты Иисуса Христа. Действительно ли вы по-настоящему понимаете, что значит быть солдатом? Теперь давайте опять обратимся к Откровению 12 на некоторое время. Я укажу вам еще на одну сторону этого стиха. Откровение 12, стих 9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Его главное оружие против нас и против всего человечества — обольщение. Самое главное, чего мы должны опасаться, это обольщение. Я лично верю, что ни один из нас не должен относиться к этому легкомысленно. Что касается меня и Руфи, мы осознаем огромную опасность оказаться в обольщении. И, увы, на протяжении многих лет я видел мужей Божьих, у которых были чудесные способности, огромный успех, но которые попали в ловушку обольщения. Я не верю, что кто-либо застрахован от этого. И уж, конечно, не я сам. Я верю, что у сатаны есть один... Давайте посмотрим Евангелие от Матфея 24.
This chapter really is a picture of the event. Эта глава является картиной событий конца времен. And we'll simply И read мы прочитаем несколько стихов, начиная с 10. Matthew 24. Матфея 24, с 10 стиха. Well, we better begin at verse 9. Лучше начать с 9. In fact, we better begin at verse 8. Лучше начать с 8. These are the beginning. Все же это начало болезней. Right? The birth pangs of what? Ну что такое болезни? What will be the mark of the new age? Not the new age movement. Новый век. Какие черты у нового века? Не у движения New Age, но у Царства Божьего, установленного на земле с главой Иисусом Мессией. Видите ли, Царство Божье приходит только через рождение. No one can see. Это относится и к отдельно взятому человеку, и ко всему человечеству. Никто не может войти в Царство Божье, если он не пережил рождение. The kingdom of God is И то, что верно в отношении отдельного человека, верно также в отношении человечества. Царство Божье не придет через организацию, оно придет через рождение. I don't have time. Я лично верю, что мы уже находимся в процессе рождения. У меня нет времени детально рассмотреть Матфея 24, но я думаю очень-очень ясно, что родовые схватки, о которых говорит Иисус, уже происходят. Затем, если бы вы были молодым человеком, у вас красивая жена, и она беременная, и начались родовые схватки, что вы будете делать? The birth pangs began. What would you do? Would you phone the doctor? Нашли бы вы врача и сказали бы: «Доктор, моя жена проходит через что-то ужасное. Пожалуйста, придите и прекратите это». Make plans to go to the hospital? Нет, вы бы, наверное, поскорее бы отвезли бы ее в больницу. How do we react to the birth? Итак, как мы часто реагируем на родовые схватки нового века? This is too much. Говорим: «Боже, останови, пожалуйста, это. Это слишком много, я не могу выдержать этого». See, we can really diagnose our own. Или говорим: «Слава Богу, грядет новый век». Понимаете, можно определить наше нынешнее духовное состояние по нашей реакции. Если вы молитесь за все, к чему вы привыкли в настоящее время, и с трудом можете расстаться с этим, вы не желаете нового века по-настоящему. Вы скорее бы остановили роды. Но как бы то ни было, давайте продолжим читать. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас. Bad English, but Кого это вас? and you will be hated by all nations. Вас — это нас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Сколькими народами? Всеми. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Многие кто? Христиане, правильно. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония Love of many will grow. во многих охладеет любовь. There's going to be a lot of То есть будет много враждебного противостояния, которое будет направлять нас к тому, чтобы заставить нас отвернуться от нашей веры. Then Jesus says, И затем Иисус говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Когда ты спасен? Когда ты претерпел. Ты спасен сейчас, слава Богу. Но чтобы оставаться спасенным, что тебе нужно делать? Претерпеть, правильно. you're saved now. Thank God. But to stay saved, Оставаться спасенным нужно претерпеть. all right. And then it says this. Теперь здесь говорится: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Будет ли проповедовать Евангелие Царства просто? The opposition is going to increase. Сопротивление будет увеличиваться. Потребуются посвященные люди. Я не хочу быть негативным. Я верю, что провозглашающие Евангелие увидят такую победу, которую церковь никогда не видела до сего времени. People. Огромное обращение людей к Господу, чудеса и знамения, но перед лицом огромного сопротивления. And only those who endure to the end. И только тот, кто претерпеет до конца, спасется. That's, in a sense, В определенном смысле Бог использует дела дьявола. Бог использует все, включая дьявола и антихриста. И Бог собирается использовать антихриста, чтобы произвести невесту Господа Иисуса Христа. see, the scripture declares Писание говорит, что невеста будет славной, святой, без пятна и без порока. without blemish. You look at the church today. Посмотрите на церковь сегодня, и знаете, в это трудно поверить. How is God going to do it? Как же Бог собирается сделать это? God is going to Я думаю, что Бог собирается сделать это через гонение. And only the people that, И выстоят только те, кто действительно предан. that seems very simple. Это кажется очень простым и не учитывает много других факторов. Но я считаю, что в этом главная мысль истины Евангелия. Now, Теперь, let's go on. давайте продолжим. Я не дошел до того места, до которого собирался дойти. Матфея 24, стихи 23-24. Вот моя тема. For false, Тогда, then if anyone если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. falls, Ибо восстанут лжепророки и лжехристы, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. so the forces of deception, То есть сила обольщения будет чрезвычайно великой, if it were possible, even God, настолько большой, чтобы, если возможно, даже избранные были обольщены. we really have
Слава Богу, это невозможно, но, братья и сестры, нам действительно нужно серьезно принять во внимание опасность обольщения. Мы должны быть очень смиренными. У сатаны есть одно средство, которое он использует, чтобы ввести в заблуждение, в обольщение. Вы знаете, что это? Гордость. Я не верю, что какое-то обольщение приходит к христианину через что-то, кроме гордости, в той или иной форме. Бог говорит в Захарии 9, 13 стих, что Бог воздвигнет сынов Сиона против сынов Греции. Что символизирует Греция в мире мысли? Философию, правильно. На протяжении 7 лет я изучал греческую философию, то есть я хорошо знаком с этой темой. Видите ли, сегодня существует главное движение мысли, которое потенциально присутствовало многие века, которое является религией. Но это не религия. И я верю, что это величайшее сатанинское оружие обольщения. Но я также верю, что это путь, который сатана готовит для Антихриста. И вы знаете, что я имею в виду? Одно слово — гуманизм. Видите ли, гуманизм — это обожествление человека. Это человек, делающий сам себя Богом. И этот лозунг, под которым явится Антихрист, потому что, делая этого человека своим Богом, люди будут в некотором смысле обожествлять себя. Первый из широко известных греческих философов в истории — это человек по имени Гераклит. И он полным образом дал определение гуманизму в нескольких фразах. Это все, что от него сохранилось. Первое утверждение — все течет, нет ничего стабильного. Нет ничего абсолютного. Во-вторых, невозможно дважды ступить в одну и ту же реку. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, это уже другая река. И третье, которое подводит итог всему этому, человек — мерило всего. Что говорит человек, что определяет человек, как человек поступает — это сущность гуманизма. Это поток, который протекал через всю европейскую культуру с V века до Христа. Даже раньше. Но есть другой еще поток, который протекает от еврейского народа и Бога. И это простое утверждение, стих, с которого начинается Библия. «В начале Бог». И здесь абсолютный, неизменный, вечный Бог, создавший законы, которые никогда не будут отменены и никогда не будут нарушены, разве что к нашему собственному падению. Бог, создавший законы. Эти законы невозможно нарушить. И здесь конфликт в области мысли. Это конфликт между абсолютным характером Бога и относительностью гуманизма. И главное проявление гуманизма сегодня — это движение New Age. И оно говорит, что если кто-то и согрешает, то это по понятиям движения New Age — это вера во что-то абсолютное. Вы можете верить во что угодно, каким бы глупым это ни казалось, каким бы злым это ни было, до тех пор, пока вы верите, что это истина, это истина. То есть у New Age существует только лишь одна мишень. Они выступают за индуизм, за мусульманство, за бахаизм, за атеизм. Что остается? Христиане, правильно. И это совершенно логично. Вспомните движение в Соединенных Штатах за то, чтобы убрать религию из школ. Они зубами и когтями борются против всего христианского, даже песен, похожих на христианские. Существует совершенная свобода думать, что хотят для всех, кроме одной группы людей. Для кого это такое запрещение? Для христиан. Что это такое? Это дух Антихриста. Он недалеко, он вокруг нас. Братья и сестры, будьте осторожны в отношении одного, чтобы его не было внутри нас, в нас самих. Именно это важно. Мы подходим к концу. Позвольте мне прочитать еще один аспект обольщения сатаны. Откровение 16, стих 13. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам». Здесь, в Британии, у нас немного жаб или лягушек, но в теплом климате, знаете, что они делают? Они квакают непрестанно всю ночь. Это удивительное изображение агентов сатаны, как политической пропаганды. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам». Такова сатанинская троица.
Дракон против Бога Отца, God the Father. The beast зверь versus против Иисуса, the Son. Сына, The false prophet лжепророк versus who? против кого? Holy Spirit. Святого Духа, правильно. So there is a satanic Вот такова сатанинская поддельная троица. saying Кто-то сказал, that the devil что дьявол is God. имитирует Бога. He never creates. Он никогда не способен творить, он ничего не сотворил первоначально, но он имитирует, подражает, разрушает и уничтожает то, что производит Бог. So he has his own Поэтому у него есть своя троица beast, – дракон, зверь и лжепророк. and they produce И они производят a counterfeit, поддельную церковь, which is called которая называется как? the harlot. Блудница. Это That's very, very close. очень-очень I'm близко. going to be dealing Завтра я буду говорить о лже-церкви. now. Итак, What is the same? какова защита? Как защититься против обольщения? Read it if you find it in 2 У нас нет времени читать, но вы найдете это во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, стихи с 9 по 12. Там говорится, «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Это единственная гарантия – любить истину. Sell it not. Книга притчей говорит, «Купи истину и не продавай». Делайте все возможное, чтобы найти истину, учить и повиноваться ей. If we don't, Если мы не возлюбили истину, если мы умышленно отвергнем истину, Бог пошлет нам сильное заблуждение. it will not be an Это не будет случайностью. That will be Это будет Божьим судом на тех, кто отказывается являть истину христианства, those who do not submit to кто it. не подчиняется и не повинуется. I trust that Я надеюсь, что я несколько преуспел в представлении того, что эти вопросы чрезвычайно важны, чрезвычайно серьезны и очень своевременны. and extremely relevant. They apply Они применимы к нам, ко времени и к обстановке, в которой мы живем. let us И давайте вместе согласимся любить истину. you say amen. Скажете ли вы аминь на это?